Я, конечно, был счастлив, что мне удалось. Я практически был последний ученый, который общался, работал с Тевфиком Сенчем. Это было в декабре 1991 года. Вот я приехал в заснеженный Хаджи Осман Köy из Венигöля. И переводчиками были мои, конечно, друзья, абхазцы, сибельдинцы, которые живут в Венигöle. И мы 4 часа работали, ему уже было 86 лет тогда. Абхазский языковед Вячеслав Чирикба рассказывает о своей поездке в Турцию, где он проводил научные исследования и собирал материалы по убыхскому языку. Чирикба вспоминает, что в Турции переводчиками были его абхазские друзья, потомки абхазских мухаджиров, которые живут в Иниголе. Название города Иниголь хорошо известно многим кавказцам, так как многие тысячи потомков кавказских мухаджиров проживают здесь компактно и составляют основную часть населения города. Турецкий город Иниголь известен в Абхазии, откуда абхазские ученые или рядовые абхазы периодически приезжают в Иниголь и встречаются с потомками абхазских мухаджиров. Несмотря на это, значительная часть населения Абхазии не имеет достаточной информации об Иниголе, так как абхазская сепаратистская историография не в полной мере освещает тему мухаджирства. В сегодняшней Абхазии вспоминают и чтят память черкесских, убыхских и абхазских мухаджиров, но намеренно умалчивают о грузинских мухаджирах. В историографической науке хорошо известно, что в XIX веке в Османскую империю были переселены многие тысячи грузин, потомки которых и поныне проживают в Турции, в том числе и в городе Иниголь, однако абхазская сепаратистская историография должным образом не освещает тему мухаджирства грузинского населения. В результате такого игнорирования темы грузинских мухаджиров большинство жителей сегодняшней Абхазии практически ничего не знает о мухаджирах, грузинах, потомки которых компактно проживают во многих городах Турции, в том числе и в Иниголе. Абхазская сепаратистская историография также игнорирует тот факт, что вокруг Иниголя расположено 20 грузинских сел, где проживают этнические грузины, потомки мухаджиров-грузин, которые не забыли и по сей день говорят на грузинском языке. Потомки грузинских мухаджиров, оторванные от Грузии, хотя сохраняли грузинские обычаи и традиции, сохраняли грузинский язык, но, утратив связь с исторической родиной, не имели сведений о политическом положении в Грузии и плохо знали историю Грузии. Ситуация существенно изменилась после открытия турецко-грузинской границы и на протяжении последних 30 лет среди потомков грузинских мухаджиров наблюдается возрождение и укрепление грузинского национального самосознания. В настоящее время потомки грузинских мухаджиров восстанавливают утраченную связь с исторической родиной, часто посещают Грузию и становятся гражданами Республики Грузия. 30 лет назад мы не знали, что существовала Грузия Сакартвела. Мы так думали, что грузины, картвелы – это мы, которые живем в Иниголе. Когда нас спрашивали, кто вы такие, мы отвечали следующим образом. Мы грузины, картвелы, приехавшие сюда из России, приехавшие с Кавказа. Вот так отвечали мы. Но потом случилось то, что Ахмед Озган Милашвили написал книгу под названием «Грузия Сакартвела». Эта книга по-турецки называлась «Гюрджистан». Вот тогда мы уже узнали, что, оказывается, существует Грузия, существуют грузинские буквы, грузинский алфавит. Мы также узнали, что, оказывается, существует история о Грузии. Все это мы узнали 30 лет назад. На сегодняшний день грузины, проживающие в Турции, уже могут получить грузинский паспорт, а вы знаете, как этому радуется наша грузинская молодежь. Наша молодежь очень радуется этому. Получение грузинского паспорта способствует тому, чтобы наша молодежь поехала на свою историческую родину в Грузию, увидела столицу Грузии и увидела землю, откуда приехали предки, и почувствовала дух той земли. С такой поездкой наша молодежь
больше заинтересуется своей грузинской кровью. Сейчас мы говорим нашей молодежи, что вот Грузия – такая красивая страна, но что бы и сколько бы мы ни говорили, из одних разговоров ничего не выйдет. Они сами должны увидеть тамошние грузинские правила, тамошное застолье, должны выпить 1-2 стакана вина и произнести тосты, чтобы они поняли грузинские правила и ощутили всю ту красоту Грузии. Вот давайте чуть углубимся в историю и точнее скажу вот такой момент, почему мы позволяем Грузии обманывать весь мир, говоря то, что грузины исторически проживали на территории Республики Абхазия. Давно сложилось такой вот, знаете, факт, который я часто вот в дискуссиях использую. Вот была Кавказская война. По итогам Кавказской войны случилась трагедия махаджирства, насильственное переселение горских народов за ее пределами, вот, в основном в Турцию. Вот. И среди махаджиров, вот как я знаю, нету ни одной фамилии грузинской. То есть если на территории Республики Абхазия до Кавказской войны проживало в большей степени грузинское население, каким образом из всех переселенных за пределы республики не нашлось ни одной грузинской семьи? В сегодняшней Абхазии, в условиях оккупации, местные сепаратисты держат абхазскую молодежь в плену фальсифицированной истории. Примером этого является утверждение молодого абхаза Ильи Чехерия о том, что среди мухаджиров, переселенных из Абхазии в Турцию, будто нет ни одной грузинской фамилии. Прежде чем самому поверить и далее распространять подобные утверждения, Илья Чехерия мог бы сначала ознакомиться с первоисточниками, например, списком тех мухаджиров, которые были переселены из Абхазии в Турцию в 1867 году. Благодаря грузинскому историку Бижану Харава список мухаджиров 1867 года был опубликован на грузинском и русском языках, и все желающие могут с ним ознакомиться. Примечательно, что первая же фамилия, с которой начинается список мухаджиров 1867 года, является грузинской картвельской фамилией. Из списка, составленного российской администрацией на Кавказе, выясняется, что из Абхазии, из селения Псырцха, был переселен Сасран Кикинадзе, семья которого состояла из 8 человек. К сожалению, одна часть абхазской молодежи, не проверив полученную информацию в достоверных первоисточниках, по сей день остается в плену фальсифицированной истории и искренне верит в пропагандистский нарратив абхазского, абсуйского сепаратизма. Вот. И среди махаджиров, вот как я знаю, нету ни одной фамилии грузинской. Нету ни одной фамилии грузинской. Нету ни одной фамилии грузинской.